гениальный песенный композитор, первый великий песенный композитор в истории музыки. Нельзя с тех пор, вот уже почти что 150 лет, когда хотят похвалить какого-то песенного композитора, его сравнивают с Шубертом, это высшая мерка. Это все равно, что фортепианного композитора, автора сонат сравнить с Бетховеном или симфониста сравнить с Бетховеном. То же самое и здесь. Так вот, извините. Но и творчество Шуберта было неровным. Опера его сейчас иногда ставятся некоторые из них ради интереса, чтобы показать, что у него есть и оперное творчество. Им, мягко говоря, очень далеко до опер и Вебера, современника, романтика, и до опер Моцарта. Место великолепное. Симфонии великолепны, но по сути 2 симфонии из 9. Это шедевры. А первая 7 симфоний представляет интерес такой исторический, теоретический. С чего же начинал Шуберт? Теперь фортепианная музыка. Тоже написано много, море написано музыки. Но играется немного. Играется часть его жанров. Экспромты, музыкальные моменты, некоторые сонаты. Некоторые такие гурманы-пианисты играют о вальсе и Лендлере. Великолепные квартеты. Это играется часто, много, это репертуарная музыка. Но и самая любимая, популярная часть его наследия, конечно, его песни. Он, прежде всего, великий песенный композитор. Я сказал, прежде всего, это означает, что их больше, и в этом жанре у него больше великой музыки. Но если сравнивать не количество, а просто вот, то его 2 симфонии того же класса, что его песни. Несколько сонат, которые играются репертуарные, того же класса, что его песни. Почему же песня занимает особое место? Причин 2. Во-первых, в том, что в жанре песни он себя полностью выразил. Говоря иначе, если бы Шуберт больше не писал ничего другого, кроме песен, только песни, мы прекрасно поняли, почувствовали, узнали, что Шуберт думал, что чувствовал, что волновало, что он пережил. То есть весь строй чувств и мыслей, все, что было в его душе, все отразилось здесь. Все, что было в душе художника. Он себя полностью выразил в том жанре. И ничего нового не сказал в других жанрах, в том смысле, что это уже в песнях было сказано. Это одна причина. Вторая причина. Как вы понимаете, Шуберт придумал песни. Песни люди сочиняют тысячелетиями. И даже Моцарт писал иногда песни. Так, немножечко, ради удовольствия. Но песня долгие сотни лет считалась жанром низким, жанром недостойным композитора. Жанр народной музыки, популярной музыки. И серьезные композиторы песен не писали. Но никто же не пишет всерьез похоронные марши для игры на похоронах. Их пишут для симфонии, для сонат. Так было и с песней. Шуберт первым сделал этот жанр великим. Жанром композиторской музыки, концертной музыки. Жанром уважаемым. И с тех пор трудно найти музыканта за ближайшие 150 лет, даже больше, 170, который бы не писал песен. Вообще камерной вокальной музыки, песен, романсов. И с тех пор есть сотни музыкантов, которые сочиняют только песни. Их называют в нашей стране композиторы-песенники. Кстати, самый прибыльный жанр. Самые богатые люди – это композиторы-песенники. Не те, кто сочиняет великие оперы, симфонии, сонаты, концерты, реквиемы. Нет, песенники. Вот так. Так вот, великим жанром сделал. И доказал, что оказалось песня, этот скромный жанр, не ария оперная. Это жанр, который может выразить, но если не все, то очень многое. То есть, что не все, очень многое. Почти все душевные состояния, почти что все образы. Так, теперь, Шуберт универсален не только числом жанров, но и, как вы слышали, содержанием. В его музыке мы встречаем образы трагедийные. Они даже, так сказать, не вяжут с его такой забавной немножечко внешности, не героической, не то что Бетховен. Трагедийный образ, драматический образ, великолепно, мощно, сильно выражена. А эпические, то есть повествовательные, скерцозные, жанрово-бытовые, народно-бытовые. Дальше. Фантастические. Образы природы. Здесь он продолжает дело Людвига ван Бетховена. И, конечно, лирика. Для вообще романтиков лирические образы были самыми главными. Остальное могло даже не быть, но лирика святое. Почему? Помните, я говорил вчера, что для романтиков главное внутренний мир человека, его душа. Естественно, для него Шуберта. Но есть еще одно отличие. Вспомните музыку Бетховена.
сонаты его симфонии, 3-ю, 5-ю. Представим себе, что нам показывает некого человека, его поступки, его действия, облик. Так вот, герой Бетховена – это мужественный, сильный, упрямый, уверенный, непобедимый, который идет вперед, не оглядываясь, зная, что за ним пойдут. Это таки Брюс Уиллис, который все стены проломит. Герой Шуберта – обычный человек, такой, как мы. С его слабостями, страданием, страхами, сомнениями, надеждами. Заслуга Шуберта в том, что он сделал героем нового человека. Не такого, как Бетховена, обычного, страдающего, мечтающего, надеющегося, любящего человека. То есть человека, который оказался близок к понятиям миллионов людей, потому что они таковы. Вот еще откуда удивительная популярность песни Шуберта, он уже, естественно, после жизни, после смерти, простите, к сожалению. Так, и вот поэтому-то, когда мы слышим драматические образы в музыке Шуберта, борьбу, то эта борьба нас задевает даже, может быть, сильнее. Почему? Потому что борьба – это простого человека, который может и проиграть, а не победить. В бетховенском герое мы уверены, этот не проиграет. Герой Шуберта нет, может и проиграть. Итак, удивительно богатство образов. И, конечно, прежде всего лирик, тончайший лирик. Заслуга романтика в чем? Лирику он не изобрел. Лирика у композиторов классицизма, у композиторов барокко, у композиторов ренессанса. Но романтики обогатили лирику вот чем. Есть несколько основных чувств. Психологи давно выяснили, что это за чувства. Страх, радость, их можно перечислять. Романтики не столько открыли новые чувства, которые преобразили, выразили в музыке, сколько открыли много оттенков, нюансов, полутонов этих чувств. Они большими психологами оказались. Ну и, конечно, в музыке много того, что много других романтиков. Мечтательности, грез. Романтики с удовольствием в музыке вообще и в поэзии уносятся в заоблачные дали. Либо воспоминания в прошлое, далекое, либо в будущее. Вот почему так много не фантастики. Потому что когда мы думаем о будущем, это фантастика. Это то, чего еще нет. Может быть, может не будет. Теперь. Очень много у него лирики, повторю, романтик, поэтому много лирики и порывистой, взволнованной, страстной. Много лирики печальной, элегической и даже скорбной. Очень много светлой, нежной лирики. Шуберт один из величайших мелодистов. Наряду с Себастьяном Бахом, Вольфгангом Моцартом, потом Шопеном, Чайковским, Рахманиновым, такими музыкантами. Вот, и его мелодии живут до сих пор. Становится образцом. Но наверняка кто-то из вас слышал хотя бы «Аве Марию» Шуберта или «Серенаду вечернюю». Гениальная музыка. Стоит одну такую написать, и я буду помнить вечно. Так вот, великий мелодист. И что важно отметить. Когда музыкант сочиняет очень разную музыку разных жанров, происходит вот что. Что музыка одного жанра начинает влиять на музыку другого жанра. Поясню пример. Для него главным был жанр песни. Он писал всю жизнь, он начал писать, как был моложе вас. И до конца. И написал более 600 песен. Это сумасшедшая цифра. Чтобы лучше оценили, вот один из плодовитейших современных авторов песен, сэр Пол Маккартни. У него где-то, дай бог, 400. Но это за ближайшие, так, сегодня что у нас? Ага. За ближайшие 50 с хвостиком лет. А тут их написал, ну дай бог, лет за 18. Невероятное количество. Вот. И практически все исполняется. Это ему великие современные песенники не могут похвалиться. Более того, Шуберт писал такую музыку, что многие песни его стали там в Австрии, в немецких странах народными песнями. Как, кстати, некоторые песни русских композиторов. То есть многие люди даже не знают, что это Шуберт, да и не важно. Она, кажется, народная. Настолько проник в этот дух, настолько она немецкая, австрийская эта музыка. Так вот, ну и писал он песни, но одновременно пишет квартет, он пишет сонаты, симфонии. Что из этого? А вот что. Когда вы сочиняете песни, у вас появляется особый тип мелодии. Он так называется песенным, но он отличается от мелодии для арии, для романса, для баллады. Верно? И вот работа над песней в течение всей творческой жизни привела к тому, что его мелодии, темы в сонатах, в симфониях, квартетах, они тоже становились песнями, были похожи на темы песен. И когда слушаешь произведение инструментальное, Господи, тема, там, главная партия или побочная, звучит как мелодия песни. Все правильно. Они у него песенные. А в некоторых случаях он даже делал вот что. Представьте, есть же такая песня, скажем, «Скиталец» или «Форель».
Она уже звучит, она написана для голоса фортепиано. Он берет эту мелодию, вставляет в свое произведение, делает его темой, например, квинтета. Он первым стал так делать. Поэтому, когда говорят о музыке Шуберта, говорят песенный симфонизм. Кстати, помните, говорил вчера, Шуберт заурядная фамилия немецкая. Шубертов там ой-ой-ой. В России был Шуберт, известный музыкант. Ну, естественно, русский музыкант, немецкий музыкант. Называли на русском Карл Богданович Шуберт. В первой половине века работал. Так что был австрийский поэт Шубарт. Вообще фамилии нашей немецких вот столько. Это для нас Шуберт, Шуман. А если заглянуть в век 17, у немцев было 3 великих музыканта в 17 веке. Самые великие. А их так назвали 3 Ш. Шюц, Шейдт и Шейн. Так вот. Мы с вами будем знакомиться в его творчестве и с клавирной музыкой, с симфонической, и с его песнями. Песен, конечно, будет больше всего. А Шуберт не казался таким смелым в искусстве, как был Бетховен, но он очень много сделал, много изобрел. Итак, он, по сути, отец романтической симфонии. Подчеркиваю, почему отец? Но вот было 2 симфонии у Вебера, которые никто не исполняет. У него великие увертюры. Они не стали родоначальниками нового стиля. Именно симфонии Шуберта. Потому что отличает симфонии классицистские от симфонии романтические. Это уже после Шуберта будет и Берлиоз, и Шуман, и Мендельсон. Все после него. Дальше. Он отец романтического ансамбля, то есть квартетов. Что жанру квартета, например, не обращался Вебер. Это заслуга выполненной его доли. Видите, уже. Далее. Да, отец романтической сонаты. Мы послушаем. Великолепные сонаты. Теперь. Понятно, что если он сделал песню великим жанром, он отец западной или европейской песни. Но, господа, есть песни и песни. Кстати, вот в русском языке все просто ясно. Есть песни, есть романсы. Мы их четко разделяем. Не только по словам, а просто понимаем, слышим, о, это романс, а это песня. И вряд ли кто из нас перепутает песню с романсом. Так вот, у немцев по-другому. У немцев есть слово «лид», которое означает все, что поется, но сочинено композитором. Песня популярная, зонг, песня композиторская «лид». Поэтому что романс, что песня называется словом «лид», все. Но реально, разумеется, есть то, что мы называем романсом. Итак, поэтому он придумал и современный романс, и песню, но еще и жанр баллады. Это особый жанр. Это все он. И не только это. Шуберту пришла блестящая в голову идея первому. А что если взять, сочинить сразу несколько песен, 5, 10, 20, объединенных одной идеей, одним героем, одним замыслом? Сочинил. И это превратилось в песенный цикл. Новый тип цикла, которого не было до него. До этого были, вспомните, циклы вариационные, цикл был в реквиеме, соната, симфонический цикл, он придумывает цикл песенный. И оказалось, набор песен, можно сказать, историю целой жизни. Историю страданий, историю любви. И с тех пор любой уважающий песня не только пишет отдельные песни, а непременные циклы. Это благодаря тому, что Шуберт сочинял циклы, в 20 веке, со второй половины, значит, поп-музыканты, рок-музыканты обязательно пишут циклы, только называют по-другому альбомы. Но без Шуберта этого не было. Это с него началось. Так, то есть дал колоссальный толчок развитию этого жанра для всего мира, ну, по крайней мере, для христианского, западного мира. Итак, создатель жанра песни, романса и баллады. Романса, если по-русски называется. Это тоже не все. Он отец новых видов и инструментальных миниатюр. Значит, песня, романс, баллада — это новые виды вокальных миниатюр. Раньше вокальных миниатюр просто не было. Раньше писали только арии, меньше не могут быть. Арии — это масштабное произведение. Итак, вокальных миниатюр. Но он же автор и новых видов инструментальных миниатюр. Каких? Это он придумал музыкальный момент, новый жанр. Фортепианное произведение. Жанр фортепианной музыки. Это он придумал жанр экспромта. Экспромта. Может, кто-то из вас уже... Я, по-моему, даже на первом курсе играл какой-то экспромт. Блестящая музыка. Кстати, был хорошим пианистом. Но, может быть, не был виртуозом класса Бетховена, Моцарта, но думаю, был хорошим. Объясню, почему так думаю. Дело в том, что я напомню, в ту эпоху сам сочинил, сам играй. В общем, инициатива наказуема. Раз он написал, давай играй. Больше никто не будет играть. А его экспромты весьма непросты. Что ми бемоль мажорный, что ля бемоль мажорный, там есть что поиграть.
Так вот, кстати, был блестящим аккомпаниатором и концертмейстером. Более того, обладал даром импровизации. В среде фортепианной музыки Шуберта огромное количество, нет, не сонат, их тоже немало, но лендлеров и вальсов. Любимый жанр. Только в отличие от Бетховена, Моцарта, когда сочинили на заказ для издателей и получили за это денежку, у Шуберта не появились иначе. Вы слышали, у Шуберта не было собственного дома, семьи. Но он снимал, как многие квартиры, как Бетховен снимал. А поскольку он был без семьи, нетрудно говорить, что друзья собирались у него. И собирались-то по многу. Похоже, тогда были квартиры не такие, как у нас. Так вот, по 30-40 человек собиралось. Куда вечером? Да, конечно, к Карлу идем. Юноши, девушки. Круг был особый. Почему? Это были люди, любящие искусство, поэзию, театр, музыку. Так вот. Общие интересы были. Поэтому там не столько ели и пили. Нет. Там читали стихи, там устраивали маленькие представления, там танцевали, слушали музыку. Это сегодня я захотел включить музыку, но включил компьютер или музыкальный центр. Тогда этого не было. Значит, кто-то петь и играть. Правильно. Кто играл? Шуберт весь вечер. Весь вечер за роялем. Вообще довольно утомительно. Но он был человеком очень, знаете, любящим друзей и безотказным. Таким тихим, скромным. Попросили: Карл, ну давай сыграем. Ну ладно. И вот весь вечер. И там мы танцевали. И опять же не было музыкальных центров. Здесь только кто-то играл танцевальную музыку. А теперь представьте, композитор, который сочиняет музыку и днем где-то работает, он что, будет еще сидеть и заранее сочинять свои вальсы и лендлер? Да нет, все эти вальсы и лендлер он сидел и импровизировал за фортепиано во время танцев, чтобы... А друзья любили танцевать, иногда по 2 часа танцевали. Вот поэтому это придумано огромное количество этих вальсов, лендлеров. То есть все придуманы сразу, экспромтом. Кстати, это бытовая музыка. И когда вы слушаете, она слушает под дыханием. Это не соната Бетховена, это музыка для лечения. Это поп-музыка первоклассная, но не больше. Если оценивать, например, с тем, что писали потом, конечно, до вальсов Шопена мы очень далеко. Нет той поэзии, того богатства. Это музыка буквально потанцевать. Такая миленькая, приятная. Я слушал как-то живьем, играл один пианист. Полей, не знаю, где он сейчас, то ли в России, то ли ехал в Европу. А вот, конечно, экспромты, музыкальные моменты, это уже музыка высокая, это музыка концерта, музыка для души, не для ног. Так что великий импровизатор, который потом уже записывал то, что сочинял, когда друзья уходили. А поскольку развлекали они себя сами, то Шуберт, когда приходили гости, первым делом спрашивал. Ну, представьте, приходят друзья, с ним незнакомый человек. Шуберт спрашивал не как зовут, а что он умеет. Канервас по-немецки. Поэтому прозвали шутку, тех, кто собирался у Шуберта, канервассеры. Там была достойная компания, и среди этой компании были те, которые потом составят славу австрийского искусства, например, драматург австрийский, классики, другие, Грильпарцер, поэты, художники, которые потом станут уважаемыми, при жизни станут известными, в отличие от бедного Шуберта. Так, теперь... Ну, начнем с фортепианной музыки. Значит, я к ней сейчас немножко подошел. Итак, вы поймите, дело не только в том, что Шуберт... А чего это он? Время, молодость Шуберта, это время, когда новый стиль только рождается. Он один из тех, кто его создает, порождает, придумывает. Никто не придумал, понимаете, легко... Нам сказали, вот новая музыка должна быть такой-то. Вот указание, описание, следуйте ему, все будет хорошо. Как рецепт для супа или торта. Здесь нет. Поэтому это переход, поиски нового от старого к новому. Поэтому во многих, практически во всех жанрах, кроме песен, когда мы слушаем музыку Шуберта, мы понимаем, что он выкарабкивается из тисков классицизма, из этого стиля, из этой манеры говорить. Он ищет новое. Поэтому ранние сонаты львиные, симфонии, это еще в духе классицизма. Это в духе и Гайдна, и Моцарта, и Бетховена, сына Бетховена. И лишь в поздних вещах, в поздних сонатах, в поздних квартетах, в поздних симфониях он же находит новый язык, новый способ выражения. Что новый стиль, господа, это не только новые образы, темы, характеры, чувства, мысли. Это и новый язык, новый способ выражения. Вот его труднее найти. Чувствует по-новому, а поначалу выражает по-старому. Так, минуточку. Итак, значит, в фортепианном творчестве Шуберта есть большие жанры, то есть, говоря иначе, сонаты. Их много. Но играют, буквально полдюжины последних сонат. И самые знаменитые из них — соната ля мажор, А-дур и соната ля минор.
Прелестные сонаты. Так. Дальше есть ряд вариационных циклов. Это из крупных вещей. Все остальное, и это большая часть, это новый жанр. То есть миниатюры. Повторяю, экспромты, музыкальные моменты и чуть ли не сотня вальсов и лендлеров. Теперь здесь нужна оговорка. Есть миниатюра и миниатюра. Повторяю, слово миниатюра, вам знакомо, в музыке называют не буквально крохотное произведение, хотя его тоже, называют произведение не циклическое, не сонату, не вариации. Вот оно одночасное, миниатюра. Но у Шуберта есть миниатюра от Лендлер, он может звучать, например, секунд 30. Вы же закончите, не маленькие. И есть музыкальные моменты, простите, экспромты, которые длятся минут так по 7-8 масштабно. Это тоже считается формальной миниатюрой. А с точки зрения художественной, значит, да, про вальсы Лендлер рассказал, напоминаю, это бытовая музыка. Бытовая музыка, так. А вот концертная музыка, поэтическая музыка, поразительная, высокая музыка, конечно, это экспромты, музыкальные моменты. Еще. Вена, очень музыкальный город, хоть консервативное мнение, обожает музицировать, хлебом не корми. Так вот, в Вене на улицах бродячих музыкантов больше, чем в Москве или в Петербурге. Причем со всего, ну, со всей Европы точно. От русских до шведских, как говорится. Поэтому в Вене очень любили играть в 4 руки. И до сих пор любят. И многие музыканты сочиняли произведения для фортепиано для любительского, домашнего, бытового музицирования в 4 руки. И Шуберт сочинял таких много, что и сам любил поиграть. Поэтому среди того, что он написал, есть и венгерский дивертисмент, не удивляйтесь. И там у Шуберта ярко выраженный венгерский колорит. Почему венгерский? Я напомню, тогда Венгрия была частью Австрийской империи. Вот, и ехали в Венгрию не как за границу. В этом смысле Бетховен был в Венгрии. Просто эти венгерские города назывались на немецкий лад, естественно. Не по-венгерски. Вот, поместье, где жил Гайн, Айзенштадт. Это, в общем-то, в Венгрии. Тогда был Айзенштадт. Сегодня по-венгерски даже не называется. Так вот, ярко выражен венгерский колорит. Вот поэтому, скажем, потом будет не первым и Йоханнес Брамс с венгерскими танцами. Так вот, сейчас минуточку. Теперь несколько слов о сонатах Шуберта. Романтики любили рассказывать, повествовать, поэтому их в музыке много эпических образов. Романтики любили в искусстве, в стихах, в драмах, в музыке исповедоваться. А иногда, когда мы начинаем исповедоваться, мы как-то не замечаем, что говорим долго и много. Это нам интересно, нам каждая подробность важна. А тому, кто слушает, может, не очень интересно или вообще не интересно. Так вот, дело в том, что в связи с Шубертом есть такое понятие, которое знает любой музыкант. Шубертовские длинноты в сонатах. То есть некоторые части у нее вот такие. Причем, когда их слушаешь, понимаешь, что уже, в общем-то, мысли выражены. Сказано, уже здесь сказано, но там будет еще вот столько. Не мог удержаться. Не хватало ему совершенно чувства формы. В сонатах, как у Бетховена, жесткая форма. Время четко чувствует. Ну, как знаете, некоторым ораторам, выступающим, тем, кто поднимает тост. Вы заметили, как в России произносят тост? Человек подходит. Я вот коротко хочу сказать, и так минут на 20. Про себя, про свою жизнь, про прошлое, будущее. А, кстати, о юбиляре. Вот так, таковы. И, конечно, это слабое место Шуберта, но Шуберт великий музыкант. Поэтому, как сказал один другой великий музыкант, его длинноты будут по цене, значит, краткость некоторых других композиторов. Да, все уже ясно, но музыка хорошая. Так бы слушал и слушал. Вот почему еще его сонаты играют нечасто, потому что не все могут с этими длиннотами бороться. Но это в сонатах, в классическом жанре. А вот новый жанр романтический, в экспромтах, музыкальный момент, там все на месте. Там он четко ощущает форму. Так, теперь. И в сонатах для него главная лирика чувства. Если для Бетховена главное показать борьбу, столкновение, конфликт, уже в первых частях Шуберта это не волнует. Он может показать и блестяще, но и волнует другое. Чувство, переживание. Он сам был очень чувствительным человеком. Кстати, очень чувствительным, очень... сейчас, минуточку. Шуберт, о боже мой, не понял. Это что, у меня Шуберта не свой? Вот это да. Сейчас я открою. Закрома Ида Федоровна. Да что же Шуберт не перенес? Так, ладно, потом займусь этим. Шуберт, это был так. Вот. Итак, дамы и господа, это сонаты
второй половины 20-х годов, то есть последние 6 лет жизни Франца Шуберта. Соната А-дур и соната А-моль. Сейчас он проснется. В России почему-то крайне редко играет. Не знаю почему. Обидно. За Шуберта обидно. Так, извините, я не включил звук. А чего ж ты бродится? Вот. Ты, легкие порывы, и мечтательность, и задумчивость. Удивительно нежная, поэтичная, хрупкая музыка. Это первая часть ее. И вот многое из того, что потом мы слышим у Шумана, в модернизационной музыке, это уже здесь. Эти чувства, эти способы передачи этих чувств, настроения. Ух ты, забыл сказать, а. Ну ладно. Потом такие приемы, ходы мы у Шопена встретим, та-та-та-та-та, наплывы. А вот отрывочки второй части. Кстати, сонаты не маленькие, по 23 минуты, например, 23 минуты, это крупная соната. Почти как бетховенские по размеру. Вот типичная романтическая задумчивость, мечтательность, грезы. Вот как раз в таких медленных частях Шуберт особенно расплывчат, может долго и много говорить. Но такую музыку самое большое удовольствие играть, если как раз хочешь помечтать сам. И финал. Кстати, он уже использует, как правило, трехчастные циклы. Да, можно сказать так, что из романтики он последний написал очень много сонат. Потом одна-две сонаты, 3 некоторые, все. Больше не написать, это такое исключение. Ну, финал будет традиционный, легкая станционная музыка. Слова вас не слышно. А здесь романтические порывы. А вот теперь, господа, слушаем его ля минорную сонату.
заметьте, не только много песен, а много танцевальных приемов. Он широко использует танцевальные жанры, бытовой танец, мы их возвышаем, облагораживаем, эстетизируем, выбираем с помощью жанров высокие чувства. Вот побочная тема. Так, а вот вторая часть. Это классическая анданте. Напоминаю, что темп является как темп шага, спокойного, размеренного, прогулочного, любимый темп Бетховена Вознева. Сам настоящий анданте, музыка размышления. Так. Проснулся. И финал. Здесь есть 4 портрета. Сейчас я вам их покажу. Вид, конечно, не героический, я сказал, так совершенно не богемный. Довольно неуклюже он. Да, еще они, к сожалению, маленькие. Вот я могу увеличить, но там уже будет размытое. О, Боже! Сейчас покажу остальные. Так, следующий. Так вот, насчет следующего. Я думаю, что это не Шуберт. Я думаю, что это один из поэтов, на стихи, которые он писал. Ну. Добрый день. Вы зайдете? А вторую я не принес еще. Хорошо. Только завтра. Ну, обязательно. Уж больно здесь красивый этот парень. Не шубертская внешность. Еще и в этом дело. Но это же парадный портрет. Это такой очень приукрашенный Шуберт. Кого-то мне напоминает из известных людей, но сейчас не могу вспомнить. Жуковский. Но с русских поэтов Жуковского согласен. Нет, им современных актеров или каких-то поп-звезд, неважно. Так, ну а теперь слушаем дальше. Итак, это образцы сонаты. Ранние образцы романтической сонаты. А вот теперь перейдем уже к жанрам новым, созданным самим Шубертом. А поскольку у него, вот, у Вебера, один такой образец приглашения к танцу, а у Шуберта их много экспромтов, музыкальных моментов, то, конечно, оказал больше влияния. Так вот, музыкальные моменты Шуберт писал не в один прием. У него есть и 90 опус экспромтов, и 130 опус. Кстати, Шуберт очень плодовитый композитор, у него более 130 опусов. Не произведение опуса, потому что в один опус
но может ходить целый вокальный цикл. Например, «Прекрасная Мельничиха» или «Зимний путь». 20 песен «Прекрасной Мельничихи» — это только один опус. Поэтому фантастическая плодовитость. Понимаете, он обладал удивительным даром. Вот представьте, вы что-то сочиняете. Вам нужно, чтобы ничто не мешало, не отвлекало. И большинство людей Шуберт мог сочинять где угодно, когда угодно. А вот он был учеником конвикта, мог, значит, вот, на лестнике сесть на ступеньках и там писать. Да хоть в столовой, где угодно. Он был такой машиной по производству музыки. Он писал беспрерывно. Он не мог становиться, он был в этом смысле работоголиком, наркоманом с образом музыкальным. Поэтому все деньги уходили, то папа давал ему деньги там купить булочку, мальчику поесть. Он все деньги на ту бумагу тратил. Все. Что писал фантастически. И поэтому и написал-то сумасшедшее количество. Причем начал писать-то очень рано. И вот некоторые шедевры, которые используются классикой, написал в 16-17 лет. Великие песни. То есть, парадоксально, вот в жанре симфонии, квартеты, сонаты созрел, он добился самобытности поздно. Поздно для него. То есть уже лет так с 25. А вот в жанре песни очень ранняя самобытность, мастерство и полная зрелость. Уже ранние песни, это, повторяю, совершенно зрелые вещи, мастерские. Таких можно только мечтать. Редко бывает. Ну а теперь вернемся к упомянутым экспромтам и музыкальным моментам. Напомню, слово экспромт вам знакомо. Да, нечто созданное, придуманное сразу, на месте. Поэтому настоящая импровизация — это экспромт. Хотя, конечно, это не всегда бывает так. Некоторые импровизации долго обдумываются заранее, тщательно, а некоторые даже заранее придумывают и выучивают. Ну, конечно, это имитация. Так вот, не надо думать, что они все родились экспромтом. По большей части, да. Некоторые он писал заранее. Но когда и слушаешь, действительно такое ощущение, что они родились сразу. Это плод импровизация. Настолько у них непосредственный облик. Такую музыку называют импровизационной. Вот здесь в этом смысле. Все честно у него. Так вот, что в этих произведениях нового? Значит, здесь нет цикла привычного, нет привычного для классической сонаты разделения. Вот так должно быть. Ух ты, а где уже? Вот. Так должно быть вот в этой части такая-то, музыка по характеру такая-то. Это порыв чувств, поток чувств. И, конечно, в экспромтах главное — это лирика. Всех видов. И спокойная, и сдержанная, и светлая, и восторженная, и порывистая, возбужденная, и элегическая, и трагедийная. Лирика и драматичная. Но сейчас послушаем. Ну, вариации мы не будем слушать на Хюттенбреннера. Так, вот экспромты. Ага. Так, сейчас, минуточку, найдем. 90 опус. Ух ты, а где 131-й-то? Вот тена. Ладно. Сейчас, господа. Проверим. Это тоже для мажорный. Кстати, не записывайте экспромты лишь по тональности, потому что к одной и той же тональности обращался часто. Это либо мажорный, великолепный экспромт, но у него есть и другой либо мажорный, более знаменитый. А здесь, прежде всего, такая тихая, мечтательная музыка. Для экспромтов он использует, как правило, сложные трехчастные формы с контрастной серединой трио. И сопоставляет лирику сдержанную и возбужденную, или, например, печальную, элегическую, с восторженной, радостной. Вот такие контрасты. А вот теперь тот самый. А теперь экспромт Аз-дур. Я смотрю сразу же. Троицу святую. Так. Итак, 90-й опус. Экспромт Аз-дур, опус 90. Такое ощущение, что журчат ручейки. Он изобрел новую фактуру, по сути, не классицистскую. Она не похожа на классицистскую. В этом он тоже новатор. Именно на основе его новых фактур, то есть способ изложения музыкального материала, и появляется уже потом музыка и Шумана, и Мендельсона. Обилие в красивых тем. Шуберт колоссально богатый тональный гармонический язык. Он использует сочетание тональностей мажора и минора
И это позволяет легко переходить в очень далекие тональности, очень красиво, естественно. Здесь даже не заметить, какие модуляции уже были сложнейшие. У него очень красочная гармония. Романтики вообще к этому стремились. Вот сейчас новая тема. Совершенно песенная. А еще Шуберт придумал шубертовые квинты. Поясню, что это такое. Вот вы будете изучать гармонию в следующем году, и вам объясняют, что никогда нельзя две квинты параллельно двигать. Упаси Боже, запрещено. Под суд отдадут. Верно. А Шуберт сказал, как один сатирик, если нельзя, но очень хочется, то можно. Конечно, не всегда можно. Когда две квинты подряд, одна чистая, другая уменьшенная. И действительно сыграешь красиво. Другие квинты сыграешь не шубертовые, некрасиво, и режет по ушам. С тех пор 200 лет называют их квинты шубертовые. И все музыканты используют именно такую последовательность. А еще Шуберт придумал необычное соотношение тональностей, которые используются в произведениях. Это две минорных тональности на расстоянии терции. И потом это полюбят особенно русские музыканты в 19 веке. Потому что вызывает особый эффект. Предчувствие беды, драмы, трагедии. Я жду, когда мы дойдем до середины. Знаменитой середины этого экспромта. А вот здесь лирика элегическая и отчаянная, патетичная. Стоны, вздохи, плачи, порывы, прощание с прошлым. Одноголосная мелодия, сопровождаемая повторами аккордов, репетициями аккордов. Поэтому этой музыке особую порывистость преподает, взволнованность. Ну и полиритмия, конечно, слушайте. О, Боже, что же вы молчите? Мы с вами уже все. И вы опоздаете, я опоздаю. Итак, господа, до встречи через 6 дней.